Шумпаца памятачком от резиденции, Килькена университета. Наш замечательный центр молодежный, арт-резиденция, работает уже более 5 лет. И в этом году, в 2019, здесь появилось удмуртское направление, куратором которого являюсь я, Дороги Лили. И кроме удмуртских современных проектов, я стараюсь также знакомить с финно-угорским миром Ижевск, жителей Ижевска, Удмуртии. Поэтому мы открыли неделю венгерской культуры. Сейчас здесь вы можете увидеть выставку плакатов Иштвана Ороса. Это наш современник, художник, современный венгерский график. И выставку нам предоставил Венгерский культурный центр. Эта выставка была уже в других городах, и я рада, что в Ижевске есть тоже возможность привести ее, показать. Сегодня у нас вечер венгерской драматургии. Мне будет помогать Удмуртская молодежная студия ЮМОК. Эти ребята ходят ко мне на занятия. Мы ставим удмуртскую драматургию. И сейчас стали переводить финно-угорских авторов. Сейчас мы готовим пьесу к постановке. Это пьеса эстонского драматурга и писателя Андруса Киверяхка. Называется «Голубой вагон». Поставим ее на удмуртском языке в феврале месяце. Но вот кроме финской пьесы, которую мы ставили в прошлом январе, вот Дима играл там одну из ролей. Получается, готовим эстонскую. И, конечно, так как сейчас идет венгерская неделя, хотелось еще познакомить всех желающих, кто хочет узнать, что такое венгерская драматургия, чем отличается литература Венгрии, какие есть авторы, какие темы волнуют венгров. Думаю, что сегодня у нас будет такой краткий обзор от истоков венгерской литературы к сегодняшнему дню. Не обещаю вам прямо самые современные пьесы, наверное, так, пьесы десятилетней давности, но для того, чтобы понимать, что происходит сейчас, нужно как минимум находиться в Венгрии и как бы остро чувствовать происходящее, ходить в театры. Я сама, к сожалению, уже в Венгрии не была с 2016 года, и поэтому не так хорошо держу пульс, не могу сказать, что происходит. Ну что, начнем, пожалуй, с истории Венгрии. Воспользуюсь замечательными книгами, которые в том числе нам предоставляет Венгерский культурный центр в Москве. Вот благодаря этому центру, где работает Ольга Урайсинова, выпускница Института удмуртской филологии, кинографии и журналистики. Она на 2 года меня старше и тоже выпускница Института Балыши в Будапеште, работает уже много лет в Москве в Венгерском культурном центре. И благодаря Ольге много очень книг приезжает также в Ижевск. Ну вот, например, Институт Балыши помогает выпускать что-то из современной драматургии, и нам пришли подарки, это брелоки от института, это подарок, можете забрать. И вот такие классные открытки, которые специально для выставки в Ижевске подписал Иштван Орос, Яратиса Иштван Орос, Ишкар, 2019 год. Альбина Бачникон и Кукушева. В общем, открытки тоже в подарок. Ну и так как есть хорошая литература по истории венгерской литературы и драматургии, я воспользуюсь. Ну, в общем, в данном источнике венгерская литература также делится на некоторые этапы. Ну, вот я вам, наверное, в целом про литературу расскажу, а затем про драматургию. Но я думаю, что на начальном этапе мы сразу познакомимся с образцами драматургическими. В общем, что сразу же хочется подчеркнуть. Венгерская литература берет начало из религиозной литературы, конечно же, из христианской литературы, потому что Венгрия приняла христианство в X веке, и образцы литературы пришли из христианского мира, и первые литературные источники были созданы на латинском языке. Первый, самый известный поэт, писатель
Привет, заходи. Эпохи Ренессанса поэт Янус Паннониус, Ян Панноний, он писал на латинском. Ну вот, наверное, первый этап — это литература эпохи Ренессанса, это 1000 год и 1600-е годы, вот эти вот, ну, 5-6 веков. И два ярких имени — это поэты в первую очередь, которые обращались к опыту, ну, скажем, уже европейскому. То есть, с одной стороны, Венгрия была государством самодостаточным, самобытным, но еще не так давно вышедшим из Азии, потому что в 900-е годы только Венгрия обрела свою родину на территории современной Венгрии, ну, в Прикарпатье, да, то есть это бассейн реки Дунай. И обретя вот это новое свое место, она находила себя среди славянских и центральноевропейских народов. И, конечно же, первые образцы литературные это были примеры какой-то христианской и светской литературы соседних государств. Ну вот два имени того периода — это Ян Панноний, 1434 год и 1472, и Балент Балаши, также родившийся на закате эпохи Возрождения. И, ну, этот автор, например, как пишут здесь, либо тосковал, либо влюблялся, либо осознавал собственную греховность и искал Бога. То есть, я думаю, темы были очень возвышенные, то есть все-таки литература на тот момент была уделом образованных людей. И, кстати, сейчас то же самое. Я думаю, хорошую драму никогда не напишет человек из народа, хотя к этому вернемся чуть позже. Парадигма меняется, и сейчас уже, в принципе, любой человек может написать пьесу. Дальше следующий этап — 1600 год и 1849. Это период барокко и романтической лирики. И этот период длится до революции, венгерской освободительной революции, когда венгры сначала они очень в большой борьбе пытались отвоевать свою свободу у турков, затем они, когда освободились от турков, благодаря союзу с австро-венграми, с австрийцами, попали под влияние империи Габсбургов, и, к сожалению, они снова как бы были уже внутри другого государства, и им было очень сложно, например, защитить свой язык. И вот это уже следующий этап. В этот период барокко и романтической лирики появляются такие авторы, как Миклош Зриньи, и это все темы вот этих сложных внутренних государственных переворотов. Ну, вот у Зриньи, например, тема победы над турками — это... То есть тема победы турков, которые захватили венгров, это наказание, посланное Богом, раздираемое внутренними противоречиями, совершивший страшный грех венгерской нации. И уже здесь закладывается некий базовый посыл в целом венгерской литературы, потому что, как отмечают многие вообще литературоведы и культурологи, венгерская литература, она всегда, и в общем-то в целом венгерская, такая... Настроение венгерского искусства — это попытка вечного поиска своего места, во-первых, затерянного среди других, идентично других народов, попытка найти свое место, и от этого такой пессимизм венгров, он чувствуется и в литературе, и в искусстве. Но в исторической философии Зриньи уже на тот момент присутствует характерный для национальной литературы пессимистический детерминизм, в котором акцент делается либо на отсталости Венгрии по отношению к Европе, либо на отсутствие национального единства. Одна из таких тоже центральных тем, мне кажется, скажем, не будем говорить про искусство, но если говорить о каких-то бытовых разговорах и вообще о националистических каких-то разговорах, то очень часто национальная боль венгров связана с тем, что она потеряла свою территорию и потеряла то положение центральное, которое у нее было, например, при короле Матише, это 1400-1500-е годы, когда Венгрия была очень просвещенным европейским государством, но после завоевания турок
Венгры откатились назад. То есть это такая большая боль венгерской нации. И, конечно же, завоевание Габсбургов и попадание под влияние Австро-Венгрии — это тоже следующий этап. И самый, наверное, последний болезненный этап. Ну, коммунизм — это тоже болезненный этап, потому что пришли русские коммунисты. И в 1956 году они зашли в Будапешт с танками, даже разбомбили там что-то. Но до этого это, конечно, очень болезненное отсекание Большой Венгрии, ну, Большая Венгрия так и называется. Венгрия, которая была частью Австро-Венгрии, которая после Второй мировой войны отходит разным соседним государствам. То есть часть Северной Венгрии отходит Чехословакии, Восточная Венгрия старая отходит Румынии, и таким образом остаются маленькие кусочки. Вот это вот Чонка Мадярорсак, то есть отрубленный кусочек Венгрии — это не Венгрия, Чонка Мадярорсак, на Мадярорсак. И вот это тоже большая боль венгров. Я думаю, что это все отражается очень сильно в литературе, и особенно как бы вообще драматургия, она отражает реальный день, поэтому в драматургии еще больше должно отражаться вся боль народа. Первое произведение драматическое, драматургическое, которое стало ставиться которое характеризует период романтической литературы, это сказка в стихах, скажем так, Михаил Вёрышмарти, Чонгор и Тюнде. Это два слова, два героя. Чонгор — молодой человек, а Тюнде — его невеста. И Михаил Вёрышмарти — это современник Шандора Петефи Шандор, по-венгерски, в венгерском языке вначале фамилия, потом имя. И Петефи — это поэт, который прославляет свободную Венгрию. Это революция 1848 года, когда венгры хотели отделиться от Австрии, но им не дали. И элиту, верхушку власти кого-то казнили, кого-то посадили, но тем не менее это был мощный период, и именно этот период связывается с попыткой прогнать полностью немецкий язык, чтобы дать силу, дать волю, дать движение родному языку, венгерскому языку. И именно в этот период, это как Пушкин, который создал русский язык, да, то есть вот эта романтическая волна, обращение к простому народу, это все очень чувствуется в литературе того периода. То есть наконец-то художники, писатели обратили внимание на простого человека, на крестьянина. Ну вот, давайте познакомимся с произведением Чонгор и Тюнде. Это пьеса в стихах, и она ставится до сих пор, она очень популярная. Здесь как бы и крестьянство в неком романтическом ореоле, и с другой стороны, она очень простая, несмотря на то, что вот этот вот классический язык. И я сама, когда ездила в Венгрию в 2016 году, я видела, что ставят или интерпретируют это произведение школьники. То есть у них это в школьной программе, и они все знакомы с этой сказкой. Ну, что касается Чонгора и Тюнде, надо, наверное, еще сказать, что буквально зачитаю тоже. Раньше книги, вот эта книга, это очень старая книга, ну, я имею в виду, что старый перевод в сравнении с современными, но 1984 год, но венгерская литература в советское время тоже переводилась, но, конечно, переводились больше авторы, которые больше подходят по канонам соцреализма, скажем так. Поэтому далеко не все переведено. Например, больше, наверное, это какая-то популярная литература Никса Кальман, Йока и Мор, то есть писатели 19 века, которые какие-то приключенческие, исторические романы писали. И вот я как раз говорила о том, что в период
начала 19 века, когда появляется, ну, точно, не, да, 1830 год Витош Марти пишет пьесу-сказку «Чонгор и Тюнде», и он вдохновляется какими-то фольклорными балладами. В общем, краткое содержание пьесы. Молодой герой Чонгор потерял свою любимую, и на протяжении всей пьесы он ее ищет. Потерял он ее, потому что злые духи, чаровница, ведьма Язва и ее помощники ее украли. В общем, такое. Ну, тут как бы аллегорически, конечно, написано. Но, с одной стороны, наверное, это отсылка, грустно и жалко крестьян, да, которые живут в угнетенном состоянии. Вот, я попрошу ребят прочитать. Сад на ведьмином холме, посредине волшебной яблони, под ней скованная язва. Язва Мирить Джуш Печенка, в общем, ее зовут. Выходит Чонгор. И я думаю, даже на украинском можно было это сказать. Все я страны обошел, все далекие края, но ее, кого ищу, славным, прекрасным, не нашел я, не нашел. И тоскую, и грущу, от надежды трепещу, и мечусь, как лист осенний, и на крыльях вожделений воспарить душой хочу. Ах, ну что передо мной, что за яблони в цвету, ветви дерева земные, в звездах, в перлах, три стихии, тут сплелись между собой для чудес каких-то новых, а под деревом в оковах злая, гнусная старуха, тетка древности седой. Не шуми ты, не хрипи, словно буря на цепи, язва злая. Как прекрасно, что пришел ты, барин Чонгор. Помоги седой старухе, я несчастна. Люди люты, надругались, вергли в путы, голодная, холодна, ни живая, ни мертва. Как фальшивая монета, так зловеще заклинчали лживые ее слова. Что стряслось? Таких диковин на отчизне благородной не случалось уж давно. Эй, короче! Ишь, сердитый, ну так слушай. Помню я, как тебя оберегала, целовала, миловала, мать-красавица твоя. Эй ты, ведьма, ближе к делу, а не то тебя, паскуду, здесь под деревом забуду. Я думаю, хватит. Немножко прочитаю на венгерском языке, чтобы вы чувствовали звучание. Слова Чонгора, самое начало. Minden országot bejártam, minden messze tartományt, saki álmaimban él, a dicsőt, az égi szépet semmi földön nem találtam. Most, mint elkapott levél, kicsüvölt le hord a szél, nyugtalan vagyok magamban, örömemben, bánatomban, s lelkem vágy szárnyára kél. Ó, de mit látok? Közepén ott egy almatő viríd, csillag, gyöngy és földi ágból, három ellenző világból, új jelenség, új csoda. Вот примерно так. Очень мелодичный, очень красивый по форме стих. Я думаю, поэтому он очень популярен у детей. Да. Вот такое вот произведение, я его дам. Вот такой вот второй период. Как раз так приятно сидеть и написать. Ну и когда литературный язык уже сформировывается, и дальше происходит только еще большее развитие, укрепление венгерской литературы, и наступает, захватывает уже литературу проза, то есть какие-то большие жанры, большие романы. Это этап 1849 года, 1910 года, это первый этап развития венгерской прозы, то есть до Первой мировой войны. Ну, тут я буквально остановлюсь на некоторых прозаиках. Я думаю, что вы их кого-то уже знаете, кого-то, может быть, можно увидеть в экранизациях советских или посмотреть в переводах. На самом деле очень много переводов сравнительно. Ну, может быть, так совпало, что я знаю, но
Конечно, понятно, что центральноевропейская и восточноевропейская литература не так сильно известна в России и в Советском Союзе, как, скажем, западноевропейская. Ну, из этих авторов Йокой Мор Йокой, это автор приключенческих романов, который за полвека создал более 100 романов. Это Кальман Миксат, тоже крупный прозаик, который рассказывал про венгерский народ простой. И, ну, у него тоже, как вот здесь говорят, жизнь в деревне, но она меняется, то есть более позднее время он уже более, скажем, рассказывает более с цинизмом в манере абсурда и сюрреализма. И вот в этот же период появляется очень крупное произведение, которое тоже как бы отражает своей крупностью этот период. Это драма Имре Мадача, на русском языке перевод Юрия Павловича Гусева, очень крупный переводчик, очень замечательный, уже более 80 лет ему, и очень много книг, так же как Вячеслав Середа, он подготовил и издал. И, ну, вот эта пьеса, как видите, она не маленькая, поэтому есть такое убеждение, что это пьеса для чтения, не для постановки. Трагедия человека рассказывает о создании мира, скажем. Здесь сюжет такой, что Адам и Ева обратились к Богу, они захотели увидеть, что же будет дальше с миром, и Люцифер показывает, рассказывает им о том, что будет дальше, если вот они попробуют этот греховный плод. Я думаю, что мы сейчас тоже зачитаем несколько отрывков. Но вот хочется отметить, что несмотря на то, что казалось бы, что пьеса не для постановок в театрах, но она одна из классических, она идет в Национальном театре Немзет-Исинкас. Вот, например, здесь есть фотография 1983 года постановка, и до сих пор, в общем, пользуется популярностью. Пьеса была написана в 1862 году, издана, и редактировал ее тоже крупный классик того периода Януш Айн, друг Шандера Петефи. Но, к сожалению, автор Имре Мадач не дожил до постановки, он умер от сердечной недостаточности. И еще сравниваю пьесу с Фаустом Гёте. Это требует и коллизия, и философское наполнение произведения. Ну, сама вот эта библейская тема, понятно, что она связывает. Но, казалось бы, пьеса, она, тем не менее, жизнеутверждающая, потому что, ну, казалось бы, герои должны разочароваться, да? Человек должен разочароваться, само название «Трагедия человека». Но смысл произведения не только в утверждении стоически активной жизненной стратегии, но и в утверждении такого важного для Мадача принципа, как свобода воли. Вот, давайте, кто у нас прочитает кусочек. Да, очень много текста, я уже дам оригинал. И в 1883 году первая постановка в Национальном театре была. Не очень серьезно, да? Все-таки серьезно. Ну да, серьезная тема. Серьезная тема. Единый срок назначен всем живущим. Так, это кто говорит? Это Люцифер. Люцифер. Столетний дух и нежный мотылек, родившись, расцветают, любят, гибнут, прижился век и воплотив желание. Не время движется, меняемся мы днем. День или сотни лет совсем не важно. Не бойся, цель ты своей достигнешь, не думай только, что твоя душа привязана навеки к древней плоти. Тебе случалось видеть муравейник, рабочих особей толпятся вереницы, бегут, ошибки допускают, гибнут. Но
но совокупности как личный индивид живут и действуют, как организм единый, осуществляя некий стройный план, пока природа их не остановит. Как плоть твоя погибнет и истлеет, так с этих продолжений будешь жить. Не нужно будет делать все сначала. Согрешишь, твоих детей накажут. Твоя подага передаст своим. Все, что ты чувствовал, чему учился, с тобой пробудет миллионы лет. Ну, как видите, сложный язык, непростой. И поэтому не каждый театр, особенно молодежный, возьмет такую пьесу ставить. Так, дальше мы идем. В этот же период создается трагедия Катона Йожефа Катона Йожеф «Бан-Бан». Это очень тоже какое-то крупное монументальное произведение, которое показывает историческое закулисье XVIII века, где за придворными интригами разворачивается настоящая душевная драма главных героев. Ну вот, историческое произведение на самом деле тоже до сих пор ставится в театрах, и я видела на афишах будапештских театров еще пользуется популярностью, ставится. Но далее такое уже время изменений, то есть это, можно сказать, начало Первой мировой войны или самое время перед войной, когда, тут все вертится вокруг главного журнала того периода, это журнал «Нюгат», «Запад». Журнал «Нюгат» был открыт в 1908 году и продержался до 1941 года, и вот его последний редактор Михаил Бабич 20 лет был редактором, и как он ушел из жизни, получается, закрылся журнал. Ну и пришла другая историческая эпоха, да, уже коммунизм вместе с советскими войсками. Ну, получается, что это, с одной стороны, золотой век венгерской литературы, то есть здесь и какие-то модернистские течения появляются в литературе того периода, и с другой стороны, это уже такое разочарование после Первой мировой войны, то есть очень мощный исторический контекст, который влияет на литературу. Не буду останавливаться на писателях того периода, потому что их много. И это, конечно, три главных центральных поэта венгерских. Это Эндре Оди, это Йожеф Атила Йожеф, и это Миклаш Радноци, который был убит, потому что, вообще тема Холокоста тоже появляется в это время. Радноци был еврей, и его как-то поймали и убили в концентрационном лагере. Михаил Бабич, который был редактор журнала «Нюгат», который вокруг себя объединил всех этих писателей того периода. Я бы сравнила даже этот период с периодом становления удмуртской литературы 20-х годов, то есть когда очень много людей какой-то новой идеей горят, потому что после Первой мировой, очень общество изменилось, какое-то пришло равенство социальное, какие-то новые идеи проникли в общество, и литература, она стала более доступна, то есть и образование пришло, то есть уже, вообще Венгрия, она очень традиционна, она консервативна. Я думаю, венгерская кухня отражает консервативность венгров как нации. Это очень жирная кухня, это очень... В чем-то она очень крестьянская. Это мясо, жир, картошка, паприка, какая-то тяжеловесность. Очень сложно менять этот традиционный уклад. И в произведениях некоторых авторов ты чувствуешь этот гнет патриархальности, это нежелание венгерского общества меняться. И, например, у Кафка Маргет
в одном из произведений, из рассказов. Муж жестоко убивает собачонку, и ты чувствуешь вот этот вот дисбаланс, когда, ну, например, есть патриарх в семье, муж там, и жена, которая его боится, и, ну, мне, как удмуртке, например, очень это, ну, необычно, потому что, ну, если речь идет о феминизме, то явно он нужен где-то там, где женщину как-то вот обижают, то есть у нее нет какого-то права говорить, она получается на вторых ролях. В венгерском, кстати, ну, мне кажется, венгры, они в этом смысле, у них все-таки во главе угла мужчина, и он диктует свои правила, и даже, ну, это отражается вот в лингвистических каких-то моментах. Ну, например, очень долго женщины, когда выходили замуж, у них даже менялось полностью имя, и их, например, могут называть просто, ну вот, если вышла замуж за Жигмунда Морица, например, стала по фамилии Мориц, то есть она будет просто Морицный, то есть жена Морица, у нее даже имя меняется, то есть она, ее можно называть просто по фамилии мужа, жена Морица, все, Морицный. То есть она может потерять даже свое имя. То есть в каких-то моментах вот это все тоже отражается в венгерском языке, в венгерской литературе. Ну вот Коста Ланидежу, тоже такой крупный автор того периода, он показывает как раз уже простых героев, какие-то сложные душевные переживания. То есть литература проникает в такие глубины души. И мой любимый писатель того периода и вообще всей венгерской литературы — это Фридиш Каринти. Но он мне нравится благодаря своему юмору, наверное. То есть, к сожалению, не смогла вам сегодня принести ничего из его произведений, но я думаю, что Фридиша Каринти мы обязательно поставим, то есть это будет отдельный вечер с его произведениями. Ну, он юморист, он хороший пародист, он пародировал даже Достоевского на венгерском языке, то есть брал переводы и начинал пародировать. Ну, очень многих европейских авторов, мировых авторов смог спародировать на венгерском языке, и сам говорил, юмор не шутка. Ну, писатели того периода, то есть это вторая половина 19 века, это Дюла Круди, Милан Фюшт, Ференс Молнар, может быть, знаете такое детское произведение «Мальчишки с улицы Пал», есть еще фильм. И после того, как австро-венгерская монархия распалась, ну, я думаю, что эта вся атмосфера некого пессимизма, она отразилась на литературе тоже, и очень много авторов также эмигрировали или были как-то нечестно забыты у себя на родине, или их репрессировали. Ну, не репрессировали, имеется в виду, ну, они стали жертвами Холокоста. То есть, мне кажется, это такая же аналогия, как репрессия, да, просто им не нашлось места у себя в обществе, в литературе, соответственно. Ну, например, Антон Серб, тоже очень известный автор венгерский, тонкий в своих произведениях, и он был превосходным литературоведом. Дальше будем читать тоже второго моего любимого венгерского автора Иштвана Эркиня. Иштван Эркинь хорошо известен в России, потому что его переводила Татьяна Воронкина. У него это автор, который рефлексирует на тему войны, Второй мировой войны. Самые известные его, наверное, две пьесы — это «Кошки-мышки» и «Семья Тотов». «Семья Тотов» — это что-то про войну, про абсурдность войны. Но это две пьесы, которые были также, они есть в форме повестей, и мы прочитаем его такие смешные маленькие миниатюры, они про
тоже про абсурд. Вот я думаю, что театр абсурда, который появился после войны, вообще война, Вторая мировая, она повлияла на все поле литературное, поле искусства. И у Иштвана Эркиня тоже основная тема его произведений — это простой человек, который оказывается в какой-то абсурдной ситуации, с которой он вынужден мириться. И в семье Тотов, например, простая семья, у которой сын молодой ушел на фронт, они так переживают за него, они так хотят, чтобы он не умер, что когда к ним приезжает полковой какой-то командир, они узнают, что что их сын в подчинении этого человека, они так начинают вокруг него бегать, как-то стараться ему угодить, что в какой-то момент тот полностью оборзевает и начинает руководить, он полностью ломает как бы этот их уют, этот их уклад семейный, и начинает им до такой степени он им стал тошнотворен, что там очень такой ироничный и трагичный конец. Спойлерить я не буду, но вот «Семья Тотов» — классное произведение. Так, сейчас мы прочитаем быстренько «Диалог о смерти». Ну, я вам говорю, тут это цикл рассказа «Пятиминутки», и тут есть такие миниатюры пьески, скажем так. Вот «Диалог о смерти». Прочитаем, ребята, тоже. Так, «Одиссей» и «Два корабельщика». Да? Только громко. Еще одно слово. Так, прочтите, пожалуйста, начало, господа. Итак, диалог о смерти, действующие лица. Одиссей, царь Итаки, вдова корабельщика. Дальше идет цитата из Гомера. Одиссей, перевод Жуковского. Младший из всех на моем корабле Эльпинор, неотличный смелостью в битвах, нещедро умом от богов одаренный, спать для прохлады ушел на площадку возвышенной кровли дома Цирцея священного, крепким вином охмеленного. Вдова и Одиссей. Еще одно слово. Дай пройти. Одиссей, взываю к твоему великодушию и добросердечию, к мудрости и отваге, к уму и находчивости. Скажи, что стало с моим супругом? Оставь меня, почтенная Матрона. К чему такая лесть? Я перестану льстить. Только ответь мне, Одиссей. Я не просил перестать. Вопрос мой был, к чему она, твоя лесть? Ведь я сказал, что не припомню твоего супруга. Смилуйся надо мною, о царь! От гостей твоего дома я узнала, что ты хранишь в памяти все до мельчайших подробностей. Помнишь даже, с какой стороны дул ветер на 101, 102 или 103 день твоих странствий? И лишь супруга моего ты не помнишь? Нет, не помню. Ужели сердце твое равнодушно к моим страданиям? Скажи хотя бы, жив ли Эльпинор или умер? Умер. Вот видишь, выходит, ты все же помнишь его? Не помню. Все, кто возвращался со мною из строя на родину, погибли. Стало быть, и муж твой мертв. Ох, горе мне! Утешься, женщина. К тому же 33 лет, тебе 33 лет, и ты теперь в годах преклонных. Мне 30, 31. Только ведь Эльпинору, когда он зашел на твой корабль, было 20. И я, когда думаю о нем поныне, вижу его 20-летним. Не думай о нем. Вот тебе мой совет. О ком же мне еще думать? По вечерам страшусь ложиться в постель. Холод мертвого тела подстерегает меня под покрывалом. О, царь, я сплю на смертном ложе. Клади под покрывало грелку, а мне пора идти. Обязанности правителя не терпят отлагательства. Еще одно словечко, Одиссей. Коль скоро ты царь, думай о своих верноподданных. Когда объявляешь войну, думай о будущих домах. Опомнись, мать! Я не объявлял войну, а лишь дал достойный отпор оскорбительному вызову Трои. И разве не пекусь разве я не пекусь о вдовах, погибших
воинов. Разве ты не получаешь с помощью Вани? Получаю. Разве лишена ты права плести в волосы белую ленточку на празднествах в честь Ареса и Аполлона? Никто не лишал меня такого права. Разве имя супруга твоего не высечено на колонне среди славных имен прочих героев? Высечено. Ну и так позволь мне пройти, почтенная Матрона. Дело выше головы, и распри между народами по-прежнему не утихают. Постой, царь. Ведь кое-что мне причитается от моего супруга. От покойника? Что же это за вдовье наследство? Право на воспоминание. Какое такое право? Уж если ты отнял у меня его 20-летнего, возврати по крайности память о нем. Я имею право знать, где и как он погиб. Кто последним видел его вживых, какие были его предсмертные слова. Ты мне в тягость, женщина, стоящая у брата Аида. Как бишь ты его описывала, белокуран или же темноволос? Белокурый темноволосым был мой многострадальный супруг. И ростом не мал и не высок, Среднего роста, глаза водянистые, нос приплюснут. плечи покатые, грудь впалая. Значит, красавцем его нельзя было назвать. Какой там красавец? Да и смышленым его вряд ли сочтешь. Вряд ли. Смекалкой не отличался ни расстилалище, ни на поле брани. Уж это точно. Зато выпить был не дурак. Что бездонная почка. Ну уж хотя бы храбрости у него хватало. Он был труслив, как заяц. Зато человек правдивый, откровенный. Врал без зазрения совести, пьяница ненасытный. Выходит, никудышный был у тебя супруг, почтенная Матрона. Воистину, никудышный. Как, говоришь, его звали? Политес? Эльбинор. Эльпинор. Да. Эльпинора я не помню. О, царь, не насмехайся надо мною. Ведь ты описал его так, что и мне лучше не сделать. Перечислил все его черты. Мне жаль тебя, убеленная сединами Матрона. Но я не помню Эльпинора. Почему же ты так хорошо знаешь его? Да потому, что все они были одинаковые. Что я слышу? Герой? Гордости таки? Все они были такие. Глупые, трусливые, пьяницы и обманщики? Все до единого. Вот оно что. Теперь мне все ясно. О, царь, какое же ты мерзкое чудовище. Выбирай выражение, грубая женщина. По всей Итаке разнесу слух. Погибшие герои все до единого трусливые твари. Утонувшие моряки сплошь пьяный сброд. Все они одинаковые. Тупоголовые бараны, годные лишь на убой. Что ты мелешь, безмозглая баба? Я повторяю твои слова. Таков порядок вещей. Они должны были все погибнуть. Болваны. Какой от них прок? Пусть гибнут тысячи, чтоб жил один. Постой! И этот один ты, царь. Ни шагу дальше, старая карга. Я расскажу тебе, как погиб Эльпинор. Эльпинор? Так помнишь ты его или нет? Помню, он поразил десяток троянцев, когда ему в глаз впилась стрела. Герой даже не стал вытаскивать ее. Свой короткий меч он по самую рукоять вонзил в грудь всадника, но сам в поединке лишился правой руки. Схватив палицу, уцелевшую левой рукой, он сокрушил еще 20 троянцев. Затем у него оказалась перебитая нога, но он продолжал сражаться, пока в тыл ему не зашел отряд всадников. Тогда Политес, Эльпинор. я хотел сказать Эльпинор, нанес врагам чудовищный урон, а в конце концов, не стану уточнять подробности, мы погребли его на поле брани и над могилой насыпали холм. Благодарю тебя, о царь Итаки. Отныне на вдовьем моем ложе он и будет представать мне героем, а вовсе не таким ничтожеством, как в том стихотворении, описывающем его смерть. Что еще за стихотворение? Там говорится, что Эльпинор, упившись вином сверх всякой меры, лег спать на крыше дома Цирцеи, и утром, когда мы стали звать его в путь, свалился оттуда и сломал себе шею. Хорошо, ты мне сказала завтра... Хорошо, что ты мне сказала. Завтра же запрещу эту писанину. Как, говоришь, зовут поэта? Я не говорила, но имя его Гомер. Завтра же велю Имя порисовать его стихотворение.
За то, что он солгал? За то, что не распознал правду. Как ты жесток. А прежде, говорят, любил поэзию. Теперь не до поэзии. Когда я царь, и так и. Но это был финал, и тут, конечно, ирония, которую мы не совсем распознали. Но, ну вот, я думаю, тут понятно, если читать это, что он иронизирует, во-первых, над теми, кто, может быть, недостаточно хорошо знаком с литературой мировой классики, да, с поэмой Одиссея Гомера. Здесь вообще в целом иронические какие-то маленькие рассказы. Я думаю, что они печатались в газетах, в какой-то периодике венгерской. И Иштван Эркин достаточно мощное оказал воздействие на венгерскую литературу, на драматургию. Поэтому один из венгерских театров называется театр Иштвана Эркиня, Эркин-Симхас. Находится прямо в центре Будапешта. Как-нибудь будете в Будапеште, попробуйте сходить. Я еще зачитаю маленькую тоже миниатюру. На тему абсурда, да? Вообще театр абсурда — это отдельная тема, очень она такая большая. Меня лично вдохновляет. И если говорить о современной драматургии, то мне не очень близко, мне не очень близок язык современной драматургии. Сейчас мы перейдем. Это очень много разговорного языка, ругательств. Мне это не близко. Но театр абсурда мне очень близок. Мне близка тема какой-то сумасшедшей жизни, абсурда, пародии на жизнь. И я думаю, что люди, которые прошли войну, они очень остро это чувствуют и в своих произведениях отражают. Такая миниатюра, значит. Наша страна маленькая. Супруга палача. Удивительно вкусное это печенье с сыром. Палач. Просто тает во рту. Супруга жертвы. Рекомендую попробовать и сладкое тоже. Супруга палача. Сроду не едала такого вкусного печенья. Жертва. Надо бы нам почаще собираться. Супруга палача. Только так и можно ближе узнать друг друга. Палач. Каждая встреча сближает. Супруга жертвы. Нас так мало, надо уж держаться вместе. Жертва. В единстве сила. Палач. Послушай, дружище, мы с тобой пили на брудершафт. Жертва. Конечно, потому и обращаемся друг к другу на «ты». Палач. А мне хотелось бы еще теснее скрепить узы дружбы. Жертва. Тогда давай выпьем. Палач. Дай тебе Бог здоровья. Жертва. И тебе, друг, тоже. Такая веселая и в то же время сумасшедшая миниатюра. Пойдем дальше. Мы уже продвигаемся плотно к современной драматургии. Это уже последний период. Я не все успела записать. Постараюсь. Конечно, пропустить период такой советский нельзя, потому что с 1945 года, можно сказать, вся венгерская литература проходила некий, как это называется, контроль качества властью, да, то есть, цензура, да, и каких-то суперсвободных тем все равно не было. Примерно с 70-х начинается какое-то изменение парадигмы, и тогда, 70-е, 80-е, когда появляется новый автор, постмодернизм, видимо, хрущевская оттепель, и все это влияет, и меняется и вкус, и тон, и в целом, наверное, тут еще важно отметить, не только в венгерской литературе, но и в кинематографе меняется настроение. Очень много замечательных венгерских режиссеров появляется в период 70-х годов. Это Иштван Сабо и другие художники времени, скажем. И в литературе, так много имен, я даже не смогу, наверное, вам всех их... Янаш Пелинский, например, или Шандор Вереш, он также известен своими детскими стихотворениями. Шандор Каняды появляется в этот момент тоже.
Ну, это вообще автор близкий финно-угорскому или близкий удмуртам, потому что этот трансильванский поэт перевел стихотворение Ашальчиоки, и у него есть обращение к Ашальчиоки, к удмуртской поэтессе первой, поэтому он как свой родной уже, но, к сожалению, буквально вот в прошлом, позапрошлом году ушел из жизни. И Магда Саба, например, крупная женщина-прозаик, известный ее роман «Дверь», экранизирован Голливудом, так и называется, по-моему, «Дверь», и главную роль играет Хелен Миррен, можете посмотреть фильм. Ну, Мессуя Миклош Мессуя, да. Вот если говорить уже о современной литературе, то, наверное, ну вот 70-е, 80-е годы, и авторы некоторые, они прям вот до последнего писали. Ну, например, крупный столб венгерской литературы Петер Эстерхази. Петер Эстерхази вообще из крупного аристократического рода. Это писатель-постмодернист. Венгерские произведения постмодернистские, они такие сложные, это очень много интертекста, это предложения, которые могут быть протяженностью 1-2 страницы, то есть венгерский синтаксис, он выдерживает, венгерский язык, венгерский синтаксис не рухнет от того, что мы такое предложение сделаем. Удмуртский, наверное, не выдержит, то есть тут еще очень важно, насколько язык. Вообще язык венгерский, он такой, он витиеватый, в том смысле, что, например, формы обращения вежливости, они очень могут быть витиеваты, там несколько градаций вежливости, да, и, соответственно, вот этот сложный синтаксис, и он отражается и на крупной прозе. Ну, как бы это писатели-интеллектуалы, которые вышли вперед, и они своей вот такой сложной какой-то заковыристой литературой, они как бы поднимали литературу, ну, во-первых, они как бы своим творчеством пытались оппозиционно выделиться там среди писателей-соцреалистов, например, которые писали согласно тому, как партия говорит, а тут совершенно другой подход. Тут западная интеллектуальность. И произведения еще этого периода тоже начинают переосмысливать то, что произошло буквально недавно, ну вот, например, период Второй мировой. И здесь ключевой автор это Имре Кертис, это автор Нобелевский лауреат со своим романом «Без судьбы» Шолшталашах. В 1975 году написан этот роман. У него тоже произведения переведены достаточно... произведения переведены на русский язык, потому что, известный писатель уже с мировым именем, например, «Кадиш по нерожденному ребенку». И вообще тема Холокоста, тема войны и тема евреев, она в венгерской литературе отдельным идет пластом, в искусстве тоже. Вот, например, плакат, я думаю, такой про евреев, скажем, да, и многие же авторы евреи венгерские, даже вот я читала биографию Иштвана Эркиня, он происходит из еврейской семьи, которую во времена Марии Терезии заставили поменять фамилию, и они себе взяли фамилию какую-то другую, но потом они взяли венгерскую фамилию, причем он забыл эту фамилию и как-то случайно увидел табличку, было написано Эркинь. Эркинь, кстати, переводится как балкон, в общем, мне ему понравилось, и его вот этот предок записал. Миклош Радноти, да, тоже, много авторов евреев, и Будапешт вообще еврейский город, тоже, можно сказать, там, весь отдельный еврейский квартал. И это писатели, которые пишут на венгерском языке или писали на венгерском языке, поэтому тоже невозможно отделить и сказать, это не венгерская литература. У каждого народа есть как бы свои сложные темы, да, тема евреев, и, жидовства, да, она тоже, например, в венгерском кодексе, да, она
тоже отдельно. Тема цыган тоже. Тема поиска своей идентичности. Вот много цыган тоже, которым мне как бы общество не дает проникнуть. То есть, если ты цыган, то ты, значит, бедный, плохой, ты вообще необразованный, тебе нет места вот в мире каких-то высоких интеллектуальных людей, добившихся успеха. Вот. Ну вот из современных авторов, наверное, можно отметить Аттилу Бартиша, Кристину Тодд, Януша Терей, вот с которым мы сейчас познакомимся. Этого автора Януша Терей я переводила, когда училась в институте Балаши, переводить начала его на удмуртский язык. Но пьеса, которую я взяла, я просто сходила в театр, посмотрела «Ресторанная музыка» в переводе Дарьи Анисимовой. И она мне так понравилась, что я решила ее перевести. Но я ее, когда стала переводить, поняла, что у меня ума не хватает на эту пьесу, поэтому она у меня в каком-то недоделанном... Ну, как бы она частично переведена, частично она еще не осмыслена. Думаю, что я была слишком молода, и сам Янош Терей говорил, что его... Во-первых, его пьеса написана в стихах, это свободный стих. И там много интертекста, это очень какой-то заковыристый, сложный автор, он вообще поэт. И здесь тоже прочитала цитату, что в 90-е очень многие поэты и писатели, они как бы стали пробовать себя в драматургии, потому что драматургия — это высокий жанр, и чуть ли не у каждого хорошего поэта появился там томик, избранные драматические произведения, например. Но это тоже некий такой этап, когда автор себя пробует в таком сложном жанре. Ну вот Янош Терей, мы сейчас его почитаем. Но из других авторов еще бы отметила Адама Бодора. Если говорила, что Шандор Каняди, пишется по-русски, это поэт, который родился в Трансильвании, то Адам Бодор — это прозаик, и его мир, он такой мир не очень симпатичный, то есть это какая-то странная задворки Восточной Европы. Его роман «Зона Синистра» — это пространство, как бы, во-первых, это зона, это некая зона, то есть там непонятно вообще, где действие происходит, и как будто люди живут в каком-то очень ограниченном мире. И я думаю, что это отголоски того тоталитарного режима, который очень долго мешал, скажем, развиваться. Но с другой стороны, может, он мешал, этот тоталитарный режим, а с другой стороны, он, наоборот, мне кажется, и рождает вот эти вот шедевры литературы. Другой очень яркий автор — это Ласло Краснохорка и его огромные романы, ну, например, «Сатанинская танго». Их экранизировал известный венгерский режиссер Бела Тар, режиссер с мировым именем, очень уважаемый, и его фильм длится 9 часов, например, «Сатанинская танго». Еще мой любимый роман — это Иштван Силади «Камень в сухом колодце». Чем он мне нравится? Тут есть элементы магического реализма, которые, в общем, близки, наверное, человеку, который вырос из фольклорной традиции. Ну, вот, как вот удмуртская традиция, удмуртская литература, она очень близка к фольклору. И я думаю, трансильванская литература, она тоже черпает вдохновение в фольклоре, потому что трансильванские венгры, то есть венгры, которые живут на территории Румынии, они как бы огорожены, они совершенно среди цыган, среди румын, у них вообще свой микроклимат, своя какая-то литература другая, и поэтому Силади со своим вот этим романом, где главная героиня убивает любовника и закапывает его в колодец, и потом она с ума сходит на этой теме, она каждый день ищет камень и закидывает, чтобы его никто не мешал. В общем, очень сильное произведение, и в то же время как бы оно рисует какой-то мир фольклорный, такой сюрреальный. И, наверное, вот венгерская литература, она хороша тем, что она, с одной стороны, европейская, а с другой стороны, у нее какой-то свой внутренний источник вдохновения, вот этот вот фольклорные, то есть они, венгры, они другие, они среди этих славянских и европейских
народов, они совершенно генетически другие. То есть это как бы азиаты в Европе плюс в чем-то финно-угры, да, в языке частично, я думаю, какие-то элементы традиционной культуры все равно в Финно-Угорске остались, хотя очень мало. И еще один автор, давайте начнем, наверное, с него, чтобы вас вот сейчас взбодрить. Автор конца 80-х, 90-х это Дёрт Шпиро. Ну вот, что называется образец современной драматургии. Много мата, очень много какой-то дерзости, да, это попытка бунтарства чистой воды, когда освободилась после, перестройка, как бы Венгрия освободилась, и как бы как максимализм юношеский, он и в литературе проявляется. В общем, мы читаем сейчас отрывок из пьесы «Куриные головы», и эта пьеса «Куриная голова» переведена на русский язык, она даже ставилась в Ижевске в 90-е годы. В общем, у нее хороший резонанс. И даже до Ижевска дошло в то же время. Ну что, давайте послушаем, что там начинается, чем начинается действие. Из подворотни показывается мальчишка с приятелем. Мальчишка подходит к двери отца, дергает ручку. Дверь заперта. Вот бляха. Что, еще не пришел? Какого хрена? Что ли нету? Никого, что ли? Какого хрена его нет дома? Куда он, бляха, девался? Да рано еще. Ну чего его нету? Я что, каждый день приезжаю? А чего у тебя? Ключа-то нет? Откуда он у меня, козел? А чё, не дают? Через плечо, вот чё. Мне так хотер дает. Ну ладно, ему дает. Иди нахер. А тебе чего не дает? Заткнись, бляха, не возникай. Ну пошли, что ли? Куда пошли-то? Куда? А хрена ли здесь отсвечивает? Тебе не один, что ли? Где торчать? Попозже зайдем. Эх, бляха. А я-то думал, приезжаю, он дома. 1000 раз представлял, как будет клево, когда я приеду. Как мы с папаней пойдем на футбол, пиво дернем и все такое. Какой нахер сегодня футбол? Представлял, говорю. Да никто не играет сегодня. Отгребись ты, я представлял 1000 раз. Я ведь помню все, как все было. Ну чего, его нету дома? Так попозже зайдем. А ну сядь, сейчас как врежу. Ну ты чё в самом деле? Ничего, бля, козел. Да придет он, куда он денется. Заткнись, говорю. Ночью, бля, все спят, а я лежу. Представляю, будто я уже дома. Будто я уже здесь. Что захочешь, то и представляешь себе. У меня там свое было. Вот этот наш двор. Я его представлял, все храпят, хер заснешь. Дежурный все время заглядывает, чтобы под одеялом никто не того. Это запрещено. Хотя всем плевать, делают, что хотят. Одну лампочку на ночь вырубают, чтобы дежурного видно было. Мне-то хорошо, я на нижней кровати сплю. Мне в рожу не светит. Я верхнюю занял, если на то пошло. Он бы занял, придурок. На верхотуре-то лучше, я думаю. Ладно, бля, много ты понимаешь. Ты бы попробовал верхнюю-то заправить. На 1-й ярус наступишь, сразу вниз загремишь. Да я тоже всех скидываю, кто мне наступает. Да еще 2 минуты заправить надо. Дежурный придет, бля, узрит, что заправлено не по ниточке. Такую плюху закатит, что челюсть проглотишь. На верхотуру он, бля, захотел. Думаешь, что там тебе выбирать дадут? Будут спрашивать, чего ты, бля, хочешь? Чуть что сразу как залимонен, шнурок на ботинке порвался, хоп по морде, столовый суп расплескал, хоп еще раз. А эти сучары нарочно под локоть толкают, когда ты тащишь поднос или ложку к рту несешь. Вот так вот. А вздумаешь настучать, так такую заделают темную, ни один лазарет не примет. Ну, сурово. Или это, напильник твой ведут, да и жиром намажут. Кто намазал, хер догадаешься. И ты потом тоже намажешь через пару недель. Можешь, бляха, на всю катушку. Чего мажешь? Напильник чего? Свой, что ли? Идиот. На какого мне свой-то мазать? Там порядки, бля. Выбираешь, кого послабее и давишь его. Так положено, потому что ты тогда свой парень.
а иначе тебя самого сделают. Если ты не такой, то хана тебе, понял? А все равно, наверное, лафа. Что, лафа? Ну, у вас там. Лафа, ешь твою мать. Там хоть что-то, бля, а тут что? Ни хера же. Воспитатели что хотят, то и делают. Мы там на заводе и шачим, материалы воруем, и мастерим, что им надо. А они потом загоняют. Мы сами же их выносим. А вздумаешь рыпаться, так и делают. И при этом еще ругают, речуги толкают. Что мы еще благодарны должны быть. Ну вся эта брехня. Мы большая семья, а они родители. И эти у них как их наставники. И вообще должны радоваться, что они за людей нас держат. Ну и что? Брехня Всё, спасибо большое. В общем, вы поняли. Ну да, современная венгерская литература, она, конечно же, претерпела изменения и в языке, и в темах. Ну вот, с одной стороны, это уже современная жизнь, а с другой стороны, как бы современная литература обращается к прошлому и начинает осмысливать прошлое по-другому, то есть с другой позиции. Ну, например, к ближайшему опыту, ну вот, такому, когда Советский Союз, да, влиял на Венгрию, и как это было, насколько это было плохо ли это было. Если говорить о переводах на русский язык, то, ну, к сожалению, старое поколение переводчиков сейчас уходит, то есть это совсем уже взрослые авторы, это Юрий Гусев, это Татьяна Воронкина, это Вячеслав Середа, но из молодых совсем немного осталось, ну, то есть они появляются, но их немного, и, ну, такие вот уже, ну, молодцы, скажем, которые берут на себя ответственность и подготавливают вот последние сборники переводов. Это Оксана Якименко, она работает в Санкт-Петербургском государственном университете. Это Дарья Анисимова, вот она перевела как раз пьесу «Ресторанная музыка» Яна Шатери, и она работает в Москве. Ну, наверное, очень важно еще такого автора, как Бела Пинтер, вам о нем рассказать. Но, к сожалению, читать мы его не будем. Я только хочу поделиться своим впечатлением от спектакля, который посетила. Спектакль и пьеса Белы Пинтера. Вот тот случай, когда автор сам же режиссер. Ну вот, если говорить о том, для чего я занимаюсь, вообще драматургией и театром. Просто потому что, когда видишь, как работают такие вот люди, это тебя ужасно вдохновляет. И, наверное, один из людей, который меня очень сильно вдохновил, это Бела Пинтер, и его спектакль «Парастопера», христианская опера. В общем, когда я это увидела, я очень офигела. В хорошем смысле, потому что я никогда не видела так смешно и так ярко была показана венгерская жизнь. Это была пародия на венгров, это было очень весело, это было очень динамично, и в то же время это было очень больно. Ну, как бы я почувствовала эту боль. И я думаю, те пьесы, которые пишу я сама как драматург, они чем-то вдохновлены, вот Белый Пинтер, например. Другая пьеса, которая меня вдохновила, но, к сожалению, я сейчас резко забыла автора, называется «Мадиар зомби», венгерский зомби. А там главный герой, ну это я уже про современный театр рассказываю, да, какие есть авторы. Герой главный, его все достало в этой современной Венгрии. Ему не нравятся новости, которые показывают по телевизору, ему не нравится жизнь. Он запирается в туалете, и на протяжении всей пьесы он вот в этом деревянном туалете, и вся семья пытается его оттуда как бы выманить, что давай уже вылезай оттуда. Он говорит, нет, ни за что я не вылезу, вы меня все бесите, жена меня бесит, эта жизнь меня бесит. Вот, и как бы вот такие произведения, они реально про вот нашу жизнь, да. И я думаю, что чем-то они, конечно, отражают жизнь венгров, но чем-то они универсальны, да, это такой универсальный космос литературы, которая рассказывает на универсальном языке про все наши проблемы. Не знаю, будем ли мы сейчас читать Аста Лизена.
ресторанную музыку, наверное, не будем, потому что это элитарная пьеса, я бы сказала, она не всем зайдет. Может быть, так, одну женщину не читала? Да, ты не читала? Тогда ладно. Ну, в общем, смотрите, есть такие хорошие книги. Если вам нужно, может быть, мы можем попросить у Венгерского культурного центра или у переводчиков. Могу дать почитать. Сейчас я бы хотела оставить время на вопросы, если я что-то не успела вам сказать. Да, думаю, чтобы подвести некий итог, мне кажется, хорошо было бы, если бы вы задали несколько вопросов. Дорогие друзья, поскольку у нас происходит неделя венгерской литературы в городе Ижевской Русской Республике, я бы хотел бы подарить этому замечательному арт-резиденции, во-первых, диск «Венгерский разговорник и словарь». Спасибо большое, Сережа. И, во-первых, и новую венгерскую драматургию, это из своего личной библиотеки. Ну все, отлично. Тем более, что у нас в арт-резиденции библиотека для общего доступа, поэтому вы можете записаться, оставить свой телефон, сказать, что вы взяли почитать книгу. Вот, и книга доступна. Давайте я ее передам, можете посмотреть. Ну вот это самый последний сборник переводов. Благодарим Дарью Анисимову, Оксану Якименко, Елизавету Сачивко. Это все молодые ребята, которые сотрудничают с Институтом Балаши. И вообще есть сейчас такая программа. Каждый год есть вообще дом переводчика в городе Балатон-Фюрер, на берегу озера Балатон, куда приезжают выпускники, вот в том числе Института удмуртской филологии, филологии, журналистики из Ижевска, выпускники Санкт-Петербургского университета, кто-то дипломаты московские тоже изучают венгерский язык, и вот у них есть такая возможность стажировок. И в Институте Балаши в Будапеште также готовят специалистов по переводу. Вот я сама тоже заканчивала. Там курс очень интенсивный. Собственно, мои знания по венгерской литературе, они оттуда. У нас был курс переводческий в целом, как бы так назывался. И по факту в конце года мы переводили какое-то произведение на свой родной язык. А также у нас был курс по драматургии, курс по кинематографу, по лирике венгерской, по просто чисто венгерский язык. И вот эти знания пригодились, я думаю. Может быть, какие еще есть вопросы про резиденцию, про театр. Я думаю, я вообще очень рада, что ребята пришли. Может, они не хотели прийти, но теперь они знают, что такое венгерская драматургия, и имеют хоть какое-то представление. Я думаю, что это все равно полезно, нужное знание. Тем более, что так или иначе мы все равно... Удмуртская литература, она очень дружна с Венгрией, вот, потому что самая большая монография про удмуртскую литературу была создана венгром. Так, резко забыла. Петр Домакаш, автор истории удмуртской литературы. И вот эти вот связи, да, они есть. И думаю, что вот все эти стажировки, они очень сильно помогли. И именно развитие современной удмуртской драматургии, оно очень сильно связано, я думаю, с венгерской драматургией. Потому что, например, я, если бы не видела эти спектакли, если бы не вдохновилась, не читала пьесы, то, возможно, мое видение современной удмуртской драматургии, оно было бы совсем другое. Потому что, когда ты видишь только постановки русские, а все наши театралы, наши актеры, наши режиссеры — это все выпускники московских театральных вузов. И, если честно, у них нет видения другой театральной школы. Они все как бы выросли из русской театральной школы. Поэтому у них видение одно. Вот у меня, как у человека из других каких-то театров, из других театральных парадигм, у меня другое ощущение, да, удмуртского театра, каким он мог быть. Вот. Мне вот хочется что-то из этого, да, что-то из, может быть, из куриных голов, что-то, не знаю, вот тут интересно. Я вообще рада, что вы пришли, всем благодарность большая.
И если у вас нет вопросов, ну если есть вопросы, да, как вы понимаете, очень много. Вообще очень богатый мат. Это из русского взято или что? Ну, есть, конечно, слово «курва», оно славянское. Потому что, да, и в польском, и в чешском языке, и очень часто оно у них тоже, ну, такое, типа, ну, как междометие сложных выражений. Да, и очень много. Причем он такой... Тут сложно сказать, насколько он грубый. Я думаю, он не такой грубый, как русский, но не такой слабый, как английский. Или английский все-таки грубый. Не так... Если переводить венгерский мат на русский, то русский будет грубее звучать. Я бы чуть-чуть его приглаживала. Венгры любят хлесткие выражения. Ну это, я же говорю, вот эта вот энергия мужская, да, вот этих мужчин, которые столько воевали, я думаю, в языке вот эта энергия, она, агрессия некая, она держится. Вот в русском языке вообще мата нет, мы видим, как будто нас все устраивает. Как будто, если нас что-то не устраивает, мы используем русский мат. Вот выставка здесь, это тоже с Венгрией связано что-то? Да, это выставка Ишного Мауриса. То есть та выставка, которую нам предоставил Венгерский культурный центр. И специально на неделю венгерской культуры. А в четверг у нас будет последнее мероприятие этой недели. Мы будем готовить блюдо национальное турушчуса. Это макароны с творогом. Приходите в четверг в 19:30. Будем обогащаться, смотреть видеоарт, современное венгерское искусство, общаться и может, какие-то еще для вас откроются миры венгерские. Ну что, Бачентау, песенник все приходили. Были ж помощь кутош? Да. Бачентау.